Друзья, здравствуйте. Якутск. Елочка. Площадь Республики. Она же была площадь Ленина. Село пригородное. Это елка в городе Алдан. Это елочка города Тынды. Мы добрались до суда. Это елочка Улан Удэ. Друзья, мы в Красноярске. Это елочка Красноярска. На площади Революции мы не нашли. Это елочка города Кемерово. Это елочка города Новосибирска. Так что хорошо, прям отлично. Мы приехали в город Омск. Елочка. Друзья, мы добрались до города Тюмень. Это елочка города Тюмень. Друзья, это город Камышлов Свердловского. Мы в столице Урала, город Екатеринбург. Эта елочка города Екатеринбурга установлена на плотинке. К сожалению, она еще пока не готова. Но... Друзья, мы добрались до Нижнего Новгорода, Якутии. Друзья, это елочка города Егорьевск, Московской области. Вот. Якутия, Якутск, минус 40. Стройка в самом разгаре. И никто не жалуется, что холодно. Ну вот и все. Закончилась наша история с этим погрузчиком. Прощай, брат. Служи другим. И не подводи. А я всего лишь оператор на нем. Пока-пока. Загрузили автомобиль в 3 этажа. Бедолага. Вся понижена. И там все полное внутри вещей. Якутск нас провожает легким туманом. Морозец, минус 40. Нам далекий путь предстоит 8000 километров. Якутск, Москва. Попутно будем заезжать в города на площади, фоткаться возле елок. Автозимник, Хатасы, Нижний Бестиях. Нам налево. Туда. Открыт. Для обычного обывателя дороги выглядят по-другому. А тут просто в поле сделана трасса, и это автозимник. Потом по реке поедем. Там по реке где-то километров 50 ехать. И вот поворот на автозимник, на саму переправу ледовую. Все, мы на реку вот сейчас выезжаем уже. Двигайтесь прямо, 13 километров. Вот, спускаемся. И мы уже на реке. По реке нужно двигаться очень аккуратно, потому что могут упасть все ямы во льду. И можно пробить колесо, либо диск потерять. Сейчас еще раз выедем на саму уже реку. Большая река Лена. Там закрыто все. И поехали. Там, получается, на который первый раз выезжали, там часть протоки была, а тут уже настоящий лед. Вот, с островов выехали опять на ледовую переправу. Так, где-то она длится 9 километров. По льду дорога проходит. Вот, там вот автозимник заливают таким образом. То есть едет машина и наращивает лед. Все, выехали с ледовой переправы. Сейчас через Нижний Бестиях поедем
скорее всего, будет... Нет, не Ленский. Алдан, потом Нерингри. До Нерингри 900 километров. Ехали тут белазы, выезжаем и погнали. Сорокачи. Вон еще едет, наверное. Рудой. Доехали до Алдана. Жопа квадратная, блин. По дороге испугали, что там будут ограничения по 10 литров. Но благо, духи Якутии сжалились над нами. И, короче, ограничения в час только сняли, прикиньте. Вообще нам жестко повезло. А так, заправки не встречаются на расстоянии 150-200 километров. Берите запас топлива с собой. Это елка в городе Алдан. Мы добрались до суда. Наконец-то. Итак, проехали 782 километра. Остановились на заправке. Тут недалеко город. 8 километров туда ехать. Но мы туда заезжать не стали. Туда 8 километров, потом обратно 8 километров. Мотаться тут на заправке. Сейчас встанем, поспим. Я пару часиков посплю и дальше поеду.
тех, кто планирует путешествие по республике Саха-Якутия, вы должны осознавать, что зимой эти дороги очень опасные, с их крутыми склонами, подъемами, спусками, резкими поворотами. Это очень опасно. В некоторых местах стоят фуры, многотонные машины не могут подняться, буксуют. То есть вы должны осознавать всю опасность. Мороз по республике Саха-Якутия достигает минус 50 градусов. Вы должны осознавать всю серьезность путешествия зимой. Вас не должна подводить машина. У вас должны быть хорошие шины. Если покрышки будут плохого качества, то они обязательно потрескаются и лопнут. То есть, соответственно, вы замерзнете на морозе. Вот, обратите внимание, что в некоторых подъемах не могут подняться автомобили, они встают. Вот и эта стела республики Саха-Якутия, которую местные жители сами поставили. Капец, конечно, там тоже поезда. Маршрут перестроен. Вот и добрались до стелы Тында. Поехали дальше. Находимся в Тынде. Таксисты Якутии настолько суровы, что им и грузовик не нужен. Видные хайсы все вывозят. Это елочка города Тынды. Мы добрались до сюда с республики Саха-Якутия, город Якутск. Это памятник строителям БАМа. Амурская магистраль.
Тынде, походу дела, газа нету. Тут все печки углем топят. В город заезжаешь, такой смог стоит, как в Якутске. Только у нас туман не сильно ядовитый, а тут прям вон ТЭЦ, котельные. Дышать мне нечем. Как тут люди живут. Доехали до Стеллы, трасса А-360, Невер, Якутск. Лес изменился, больше преобладают лиственные деревья и смешанные. Прибыл 400 километров от Читы на заправке, но тут зарядка есть. Маршрут перестроен. 400 километров до Читы. Увидели на заправке. Там кафешка есть и зарядная станция для электромобилей. А так по пути мы не встретили где-то осталось 100 километров, зарядки 120 для электромобилей. Снега очень мало здесь, в Забайкальском крае. Уже елки начались, ели зеленые стоят, лиственницы еще присутствуют. Здесь в основном одни автовозы ездят и дальнобойщики, вот еще едут тачки. Двигайтесь прямо. 98 километров. Чья-то новенькая, Мерседесы. Доехали до Читы, солнышко. Тут заправка на Роснефть, вообще много народу стоит. Жесть. Ну, наверное, минут 10 или 15 стоим. Елочка. Елочку привезли. День какой погодный, хороший. Солнышко. Чита прям радует. Чита. Бедный Филдер в Чите. Там очередь на заправку вообще гигантская. У него что-то плохо с мотором. Там звуки посторонние какие-то. Цепочка, наверное, кончилась. Ну, пробег большой. Это все очередь на заправку. Хотя одну проехали заправку. Вот, там не было столько народа. Вот. Капец народ. Короче, Чита, Забайкальский край. Вот, снега совсем мало. Чем дальше от Якутии, тем меньше снега. 2000 километров проехали. Еще 6000 ехать. Доехали до деревни Бар, точнее до ее окончания. Эта деревня находится в республике Бурятия. Приходите в Бар,
Тут открыто 24/7. Тут, правда, далеко ехать. Это елочка Улан Удэ. В этот момент пропал звук, наверное, новогодние фиксики передавали привет. Там есть еще большая голова Ленина. Самая большая голова в России, можно сказать. Тут находится в Улан Удэ. Не знаю, там проезд закрытый. Попробуем с полицейскими поговорить. Может, пустят нас. Я здесь был 6 лет назад. Спасибо, погнали дальше. Ледовые фигуры пока что ставятся, тут ничего еще не работает. Ледовый городок. Что делают? А вон там вот большая голова Ленина находится. Вот она, самая большая голова Ленина. Но тут, правда, VZ наклеен. Приколите, звездное небо наверху, да? А самое интересное, мы на Байкале. Правда, его только не видно, но слышно. И тут наскальная живопись. Там 2003 год был. Ну, прям слышно, да? Жестко вообще. Мы на Байкале. Это уникальное озеро, самое большое в России. Оно очень-очень чистое. Давайте я вам покажу. Вот, смотрите, какое чистое.
Байкал, с другой горы. Северный лосось. Это кто? А вот это того стоит. Вот сейчас там за перевал снимать. Прям поедем. И Байкал. Красота. Такие перевалы, серпантин. Смог Байкал. Такие затяжные спуски. На первой передаче проходим. Тормозами редко пользуюсь. Опять спуск. Затяжной поворот. Вообще красота. Так, сейчас 40-40 ограничения.